Литературное объединение при Союзе писателей Республики Коми первое ездили. Литературное объединение «Угольника» тоже были. Творческое объединение «Гвоздь и молот». Дискуссионный поэтический клуб «Алый парус» тоже будет выступать сегодня. Ну и, соответственно, андеграундные независимые поэты. У нас сегодня приехал еще гость Алексей из Украины, он тоже выступит попозже. Вот, и с «Алого паруса» пришла записка. Творческое объединение «Гвоздь и молот» присоединяется к этой записке. Записка гласит о том, что у одной из самых красивых женщин Сыктывкара, Инны Булыниной, которая присутствует сегодня в зале, сегодня день рождения. От души поздравляем ее и желаем ей всех благ. Ура, товарищи! И снова, друзья, литературное объединение при Союзе писателей, представитель Денис Попов. Встречайте. Все хорошо. Еще есть родник. На набережной неисцелимых по Волжскому. Обдумать и перекурить порой хочется иные стихи, плетясь под фонари, села коросты ледяные на лужах, обходя межой, не ковыряя грамм засохших, идти с бутылкой ножом к соседу, поправляя ношу в кармане внутреннем. Рука для ноши сей пригоден больше, но мысль о Бродского стихка, как по обочине калоши скользит, и хочется курить опять, и хочется обдумать, глядя старухи фонари не поэтические в сумме осенней колеи ночной, хотя и их перекурили, усевшись вдоль строки речной, те, кто в стаканах в корень зрели, неисправимые для всех, но не для Господа, налимо продав, взял под руки лев на берегу неисцелимых. Эпиграф. Есть что-то удивительно медвежье. Евгений Шкурнев. Есть что-то удивительно медвежье в угрюмых днях, где сгорбленность домов мешает им, как звери в берлоге снежной, до марта лечь. Под лапами дымов скулят собаки, ерзают пьянчуги, ворчат менты, шатается шпана. Прислушиваясь по привычке к вьюге, застанет жизнь на миг и выйдет на дорогу, о которой редко помнят лишь Бог и черт, да малых три души. Медведь не знает запах тех, кто кормит, принюхиваясь к запаху машины.